بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Мухаммад وعلى آله وصحبه أجمعين. Третья огласовка дамма. Мы прошли фатху, это гласный звук А, прошли касру, это гласный звук И сейчас проходим дамму, это гласный звук У. Дамма выглядит как вот такой крючок над буквой. Фатха была это сверху палочка, касра была снизу палочка, дамма это вот такой крючок над буквой. Как произносится дамма, сейчас покажем на картинке. При произношении любой буквы с огласовкой дамма необходимо вытягивать губы, как мы вытягивали при произношении буквы вау. Вот так вытягиваем губы. Прочитаем примеры. Мы на 61 странице. Хамза. Над хамзой стоит огласовка дамма. Дамма это звук У. Мы говорили, что хамза произносится в зависимости от того, какая огласовка над ней стоит. Если над хамзой стоит А, мы читаем А. Если И читаем. Если У, читаем У просто. Алиф здесь для подставки. Читаем букву хамзу. Хамза с огласовкой дамма читается как просто У. У. Б и сверху дамма стоит. Вместе значит бу. Буква Т сверху стоит дамма. Читаем ту. Су между зубами. Джу. Ху. Ху. Ду. Зу. Ру. Не забываем вытягивать губы при произношении буквы с даммой. За. Зи. Зу. Са. Си. Су. Ша. Ши. Шу. Со. Си. Су. Бо. Бы. Бу. То. Ты. Ту. Во. Вы. Ву. А. Ай. Ау. Ау. Ро. Ри. Ру. Фа. Фи. Фу. Ти. Ку. Ко. Ка. Ку. Ки. Лю. Буква Л с дамой произносится не лу, а мягко. Лю. Так же, как она с фатхой произносится мягко. Ля. Лю. Ли. Ля. Ми. Му. Ма. Ни. Ну. На. Хи. Ха. Ху. Мягкая буква Х. Ва. Ви. Ву. Ва. Ви. Ву. Ю. И. Я. Упражнение на 62 странице. Будем читать слово целиком, не по слогам. Гусиля. Здесь не знаю, какие огласовки. По-моему, здесь рауфа. Здесь над буквой О хамза идет. Читаем хамзу. Рауфа. Ясику. Мараху. Заману. Камуля. Фасуха. Бауда. Коруба. Азума. Сделаем важное примечание, когда мы вытягиваем губы при произношении буквы с дамой, как, например, в этом примере ру. Потом мы губы должны вернуть в обычное состояние для произношения следующей буквы. Нельзя оставлять губы вытянутыми и произносить следующую букву. Когда мы произносим букву ру, вытягиваем губы, потом возвращаем и после этого произносим ба. Коруба. Это важное примечание. Когда буква с дамой вытягиваем губы, когда буква без дамы, губы не вытягиваем. Аухида. Дубито. Хубиша. Сулиба. Шуриха. Любиса. Нухидо. Нухидо. Мухисо. Шухида. Вукифа. Фасуқия. Лянубида. Судусуху. Калиматуху. Яидукуму. Яидуху. Катаба. Варакаху. بقلمه وقرأ
كتبه فعلم ظلم فصبر. Fa mягко, со твердо, ба мягко, ро твердо. Не смешиваем твердость с мягкостью. Фа, со, ба, ро. Фанусиро, камуля, адабуху, фахасуна, хулюкуху. Упражнение на 63-й странице. Тулия, фафухима, саджада, فخشع لبس وخلع قرأ كتبه جمع وقسم وقف ويقف قرئ. Мы говорили, если хамза стоит, неважно какая у него форма алифа, форма буквы я или форма буквы вау, читаем хамзу. وكتب بعث وحشر جرح وشفي خرج عمر ودخل وبسط فرشه فقعد شرب فذهب ظمأه. Вот то, что мы говорили. Неважно, какая форма стоит. Если мы видим хамзу, читаем хамзу. Насчет этого должно быть отдельное правило. В дальнейшем оно придет. Насаба сурураху бигурафихи маридо фадуфа бадануху ракиба جماله ليصل رحمه رفع وخفض كسر وجبر زرع وحصد عسر وشرب نظف جسدك حمل ووضع. Подведем небольшой итог. Мы прошли все три огласовки. Первая – это палочка над буквой. Фатха называется. Читается как А. Вторая огласовка – это касра. Под буквой бывает. Читается как И. И третья огласовка – это дамма. Читается как У. Второе – при произношении буквы с даммой необходимо вытягивать губы. Прочитаем эти примеры. Ба, би, бу.